Добрый вечер, уважаемые любители кино. Сегодня пятница, и на телеканале «Беларусь-3» мы вновь смотрим курсовые и дипломные фильмы студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств. В прошлом выпуске нашей программы мы завершили показ фильмов выпускников творческой мастерской народного артиста Беларуси Александра Ефремова. И открываем новую главу нашей антологии студенческого кино Беларуси. Немного истории. В 2010 году одновременно с открытием факультета экранных искусств был произведен незапланированный набор на режиссуру не просто игрового кино, а кино для детей и юношества. И возглавила эту интересную творческую мастерскую известный кинорежиссер, выпускница ВГИКа, ученица самого Александра Довженко, заслуженный деятель искусства Таджикистана Маргарита Наимовна Касымова. Создание именно такой творческой мастерской на новом факультете было вполне обосновано. Киностудия «Беларусьфильм» всегда славилась своими фильмами для детей и юношества. Наверное, кинематографическое руководство почувствовало, что пора готовить свежие кадры, и убедило в этом руководство Академии искусств. То, что эту творческую мастерскую возглавила именно Маргарита Касымова, тоже никого не удивило. Она вложила ощутимую лепту в создание детского и юношеского кино Беларуси. Достаточно вспомнить ее фильмы «Зорка Венера», «Маленький боец», «Бальное платье». В 2015 году выпуск состоялся. До защиты дипломов добрались лишь 3. Скорее всего, сказались высокие требования мастера к кандидатам на непростое звание режиссера игровых фильмов для детей и юношества. Действительно, с детьми работать порой куда сложнее, чем со взрослыми. К ним нужен особый подход, да и кинопроизводство имеет свои особенности. В российской киноиндустрии, например, к составлению договора с ребенком актером подходит более кропотливо, чем со взрослым. Его рабочий день не должен превышать 4 часов в сутки. Оговариваются мельчайшие детали, рацион питания, условия отдыха, предоставление педагогов, если съемки проходят во время учебного года. Родители, представляющие детей, обязуются поддерживать у них ровное, хорошее настроение. Все это ложится дополнительной нагрузкой на режиссера, снимающего детский фильм. А ведь есть еще и продюсер, который просит снимать как можно быстрее, но при этом обязательно талантливо. Отличительная черта детского кино заключается и в возникающей у режиссера необходимости учитывать специфику восприятия будущего фильма юными зрителями. Внимание! Тишина! Удалось ли выпускникам мастерской Маргариты Касымовой достичь всего этого в своих курсовых и дипломных фильмах, мы увидим на канале «Беларусь-3» в ближайших выпусках нашего уникального телепроекта. К сожалению, детское кино сегодня не в почете. Оно не приносит быстрой коммерческой прибыли. Телеканалы представляют ему не самое лучшее эфирное время. Богатые рекламные спонсоры проходят мимо него. Все это сказалось и на творческой судьбе выпускников мастерской Маргариты Касымовой. Как? Об этом мы узнаем непосредственно у одной из них, Татьяны Дубицкой. Сегодня она гость нашей студии. Добрый вечер, Татьяна. Вечер добрый. Вот у вас замечательное студенческое портфолио. Есть несколько игровых короткометражных фильмов, документальные. Почти все они отмечены дипломами о международных фестивалях. Скажите, как сложилась ваша творческая судьба после окончания академии? Творчески работаю экскурсоводом в Мирском замке. Но не стоит недооценивать роль Мирского замка в моей жизни, так как благодаря такой, можно сказать, спокойной и провинциальной обстановке удалось пересмотреть жизненные ценности. Замок прививает любовь к национальной истории. Развиваются актерские способности, так как каждой группе туристов нужно преподавать ту же историю, но совсем по-новому преподносить ее. А вот вы работаете в Мирском замке экскурсоводом, там ведь такая атмосфера, столько красивого вокруг. А почему бы вам тогда не снять для тех же туристов фильм о Мирском замке, чтобы они брали с собой? Сейчас в Мирском замке появился новый директор, замечательный человек, он занимается в том числе фестивалями музыкальными. Он достаточно творческий, он предложил такую идею по созданию своей киностудии. Дело в том, что на базе Мирского замка лежат клады, золотые слитки под ногами.
которые никто не подбирает. В качестве фестивалей, которые проходят там каждый год. Приезжают различные исторические клубы, приезжают гости из Польши, из Литвы, из России. Исторические клубы привозят свой реквизит, своих лошадей, приезжают свои актеры, уже переодетые в костюмы, специально пошитые для таких мероприятий. Разворачиваются масштабные битвы нереальные, которые просто не снимать и не показывать жителям Беларуси, тем более, что обязательно нужно развивать и рассказывать о своей истории, о национальной, о той культуре, на которой мы взросли, пусть и может быть не так явно, но она всегда проявляется в генах в наших. Непаханное поле, можно сказать. Я надеюсь, что так и будет. Будем развиваться и будем смотреть, что можно будет сделать в этом направлении. Кто из режиссеров детского кино является для вас, безусловным авторитетом? Леонид Нечаев, я думаю. Все-таки Леонид Нечаев. Все мы с вами воспитаны на таких сказках, и они, как бы мы ни хотели, они все-таки очень глубоко с корнями вросли в нас. И какие бы сейчас индустрия развлечений не предлагала нам замечательные сказки, такие как «Аватар» и многие другие, в которые вложены огромные суммы денег, все-таки мы хотим, сами того и не хотим, и вспоминаем наши добрые детские сказки, которые мы всегда смотрели в гостях у сказки каждое воскресенье. Давайте помечтаем. Вам вдруг позвонили с киностудии «Беларусь фильм» и сказали: Татьяна, мы хотим, чтобы вы сняли фильм. Какой это будет фильм? Хотелось бы снять цикл таких короткометражных художественных фильмов, основанных на белорусских легендах и сказках. Все-таки мы знаем русские народные сказки, мы знаем сказки братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена, Астрид Линдгрен, мы знаем хоббитов Толкина, но мы, к сожалению, к большому нашему стыду, не знаем наших народных белорусских легенд и сказок. Что бы вы пожелали будущим режиссерам, девушкам, которые собираются поступать в нашу академию? Будущие режиссеры, девушки, пожалуйста, воспитывайте в себе такие мужские качества, как стремление к победе, такие как сила воли, характер, терпение, желание достичь поставленной цели, пунктуальности, потому что без этих качеств, к сожалению, режиссер не состоится в кино. Расскажите немного о тех фильмах, которые мы сейчас будем смотреть. 3 фильма заявлено сегодня. Первый фильм документальный. Это моя, так сказать, первая ласточка, которая снималась на первом курсе «Моя любовь спасет меня» о детях, больных онкологией. Второй фильм «Сказка-притча», основанная на белорусской легенде «Буслы». Она тесно связана с религией, так как в ней проходят религиозные мотивы. Это сказка о том, как на планете Земля появились буслы. Маргарита Наимовна, огромное спасибо, посоветовала взять такой вот, покопаться в этих легендах. И третий фильм «Бабье лето». Фильм о том, что разрушенное, истерзанное, ожесточенное войной сердце может смягчить, вылечить, восстановить только любовь, терпение, понимание, забота. Татьяна, большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию. Огромное вам спасибо, что пригласили. Смотрим короткометражные игровые фильмы Татьяны Дубицкой «Бабье лето», «Буслы» и документальный фильм «Моя любовь спасет меня». И не забудьте, что в следующую пятницу мы вновь окунемся в мир студенческого кино выпускников Белорусской государственной академии искусств. До встречи на телеканале «Беларусь-3».